Очень надеемся, что нас хорошо видно и слышно. Просим прощения, у нас небольшие здесь технические были неполадочки. Вот, я надеюсь, что сейчас мы все исправим. Итак, коллеги, наша сегодняшняя встреча посвящена Международному дню родного языка, который уже 23 года, с 1999 года, празднуется во всем мире и очень активно празднуется в нашей стране. Празднуется он 21 февраля. Конечно, вы знаете, дорогие коллеги, что у нас коми-язык также приравнен к родному языку. Да? Он является вторым родным языком. И вот сегодня разрешите мне представить вам нашего специалиста Ирину Дмитриевну Ускиреву. Это старший методист Центра лаборатории национальных проблем дошкольного образования. Она сейчас вас познакомит с особенностями проведения данного праздника в нашей республике именно с точки зрения приобщения к коми-языку, коми-культуре. Пожалуйста, Ирина Дмитриевна. Бурлон, добрый день. Свое выступление я хотела бы немножечко начать, можно сказать, с истории чуть-чуть. Международный день родного языка напоминает, что все языки равны, и каждый из них уникален, представляя живое наследие, которое мы должны оберегать и развивать. В нашей многонациональной республике проживают представители более 120 национальностей, которые бережно сохраняют свой язык, историю, традиции и дают нам уникальную возможность знакомства с их культурным наследием. И сейчас я вам хочу открыть презентацию. Познакомить Ирина Дмитриевна с презентацией своей. Познакомлю вас с презентацией, где вы воочию увидите, как мы работаем именно в данном направлении. Родной язык и обучение детей родному языку – это основная задача лаборатории национальных проблем дошкольного образования. К Международному дню родного языка мы проводим акцию, которая называется «Олам комиен, Чорнитам комиен». Раньше она называлась «Ола комиен, Чорнита комиен». Это республиканская акция. И акция проводится с 2016 года с целью популяризации коми-языка, активизации использования коми-языка в педагогической и родительской среде. Так. Акция у нас афишируется заблаговременно в группе ВКонтакте «Джолюк Малышок», также на сайте Коми Республиканского института развития образования. Вот здесь мы видим вот группу «Джолюк Малышок» и вот такой анонс этого праздника. Каждый год меняется тема акции. Например, в этом году видеовыступления детей на основе фольклорного текста на коми-языке. Это могут быть колыбельные песни, потешки, пестушки, считалки, скороговорки и так далее. Не более 2 минут. Работы мы всегда принимаем, вот в этом году принимаем с 14 по 18 февраля, а 21 февраля демонстрируется видеоматериал ВКонтакте «Джолюк Малышок». И также лучшие работы мы всегда показываем на канале Юрган, детской телепередаче на коми-языке «Чолом Джолюк. Привет, малыш». И вот сейчас я вам хочу немножко показать, поделиться, какие формы вот этой акции.
какие Мгм. видеоматериалы, Видеофрагменты. да, видеофрагменты Мгм. мы получаем. Мгм. Погромче можно, да, немножко? Так. Мгм. Мгм. Так, это и чтение художественной литературы. Серафим Попов, абу шутка. Пукшистилася рудка, сусевертися, бочем уміс, сеща, пиже, ба, суміс, та шкавери, сбылись. Вот здесь мы видим уже другую технологию, Изобразительная деятельность. да, изобразительная деятельность. Так. Погромче не сделано, да? Мгм. Вот здесь у вас Да. интересная мультипликационная, да, технология. Да, мультимедийная презентация тут у нас и техника, изобразительная техника, пластилинография. Здесь видим мультфильма. Мультфильмы на коем языке? Всем Да. известный мультфильм «Просто так». Да? Если, коллеги, вдруг кому-то сейчас не слышно, да, то потом вы можете обязательно все это посмотреть в видеозале или скачать презентацию. Да, мы видим, с каким удовольствием дети выступают. Здесь в форме ералаша. Ералаш на коем языке? Да, даже с переводом на русский язык. Várjuk! Bárátim telefonom, lomtörni norsa! Шины глаз, косой, замесы распутно родить, ну. Да. Это уже как мультимедийная презентация. Мультимедийная презентация. Да, тоже работа отличается самобытностью, да, оригинальностью. Мы видим, что детям самим нравится участвовать в вот таких мероприятиях. Они раскрываются. И вот еще одну хочу вам показать. С элементами театрализации, драматизированных игр, да? Да, мы видим здесь, какие костюмы используют, какая подготовка. Конечно, колоссальная подготовка. Мы видим, с каким удовольствием. И раскрываются у детей творческий потенциал. Подготовка родителей, подготовка Конечно, это педагогов. Огромная подготовка и воспитателей, родители участвуют. В этом году очень много родителей участвуют именно
по акции, да, В данной акции, да? данной акции, да. Ми радій там коміків. Мгм. Ну и, конечно, хочу обратить ваше внимание на статистику. Мы всегда готовим статистику. Так, это, Сколько участвует, сколько да? участников, количество детских учреждений, количество муниципалитетов. И посмотрите, пожалуйста, мы подготовили за 17, 19, 21 года. И обратите внимание, количество участников как возрастает. Если в 17-м 187, то в 21 году уже 469. Количество детских учреждений, если в 17-м 17, через 2 года 25, и в прошлом году уже было 44. Дальше смотрите, количество муниципалитетов. Если в 17 году 10, через 2 года 11, Сейчас уже в прошлом 14. году 14, то в этом году на 17 число мы получили уже 17 заявки от 17 муниципалитетов. Это говорит о том, что эта акция, она, можно сказать, стремительно развивается, она очень популярна. Если мы просили, да, с 14 февраля отправлять заявки, то нам уже отправляли в этом году 7 февраля. И очень просили, чтобы мы уже принимали эти заявки. И, Только 3 района, получается, республики не участвуют в вашей акции, да? да, По и родному языку. надеемся, что в следующем году уже все районы будут участвовать, да, в этой акции. И в этом году, когда принимали заявки, мы увидели, что еще лучше работы еще разнообразнее. И мы, конечно, очень рады этому. И пользуюсь вот таким случаем, что могут меня услышать лабораторию, да, национальных проблем дошкольного образования могут услышать практически вся республика Коми. Поэтому мы очень благодарим всех участников этой акции за энтузиазм и оригинальность, за творчество и педагогическое мастерство, любовь к родному коми-языку и желание сделать все возможное, чтобы язык жил и звучал из уст наших детей. И свое выступление я хочу закончить стихотворением одного писателя. Родной язык народа достояние. Он с детства каждому из нас знаком. Стихи и проза, сказки и предания, все мило нам на языке родном. Учите, берегите речь родную, стихи слагайте, украшая жизнь. Потомкам передайте речь живую, чтоб память о народе сохранить. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Сейчас, наверное, надо мою презентацию, да, включить. Сейчас, секундочку, свернуть, наверное, нужно, да? Коллеги, буквально секундочку. Так, может. Так, где? Нет изображения. Это ваше, да? Закрыто тоже.
6 участников у нас. Материалы, может. М? Александр, у нас Ирина закончила, да? Мгм. Мы еще раз благодарим Ирину Дмитриевну. Мы еще раз благодарим Ирину Дмитриевну за выступление о деятельности лаборатории национальных проблем. И продолжаем с вами беседовать сегодня о русском родном языке. Так, наверное, здесь. По стрелочке. Итак, наш родной язык, русский язык в нашей стране, как великая ценность. Это душа всего народа, это наше самосознание. И, как я уже сегодня говорила, с чего мы начали нашу встречу, обратите внимание, пожалуйста, да, коллеги, что по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО во всем мире отмечается этот день 21 февраля. Этот праздник является напоминанием нам о необходимости содействия развитию многонациональной языковой культуры, ее разнообразию и многоязычию. Да? Многие, наверное, из вас знают, что есть такая библейская притча, да, что когда-то все люди говорили на одном языке, и разных языков не было. Но случилось такое событие, что человек показал себя с не самой хорошей стороны из-за его недостатки. Бог нас наказал и разделил нас на разные языки, чтобы люди не смогли понимать друг друга, да, живя в разных странах. И я так думаю, что многие из вас замечали, что есть действительно, это, конечно, притча, да, но есть действительно такой интересный момент, что очень многие слова в разных языках, они действительно бывают очень-очень похожи и по написанию, по произношению, что говорит действительно об одном праязыке, который был раньше, да, и который всех нас объединял. И действительно, может быть, сейчас в наше время этого даже не достает, не хватает нам вот этого вот понимания между людьми разных стран, разными языками. Родные языки уникальны в том отношении, какой отпечаток они накладывают на каждого человека с момента рождения, наделяя его особым видением окружающего мира. Конечно, это можно сказать и о детях, да? Потому что каждый ребенок с того языка, с которого он начинает свою речь, как правило, да, это его родной язык. И есть такая поговорка у людей разных стран, да, только она звучит на каждом языке по-разному, да, что нужно научиться думать на своем собственном языке, то есть не только говорить. Да. Вот очень часто мы слышим такую фразу: к сожалению, этот человек не умеет думать по-русски, да, так очень часто говорят, да, про иностранцев. Действительно, каждый человек, разговаривая на своем языке, он и думает на своем языке. Да? Мы с вами, конечно же, думаем
на русском, да, исходя из наших традиций, культуры, обрядов, жизненных позиций, устоев. Мгм. Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. Каждый народ – это своя неповторимая культура, история, традиции, образ жизни и, конечно же, язык. Сберечь его – это самая важная задача каждой нации. Любовь к родному языку родом из детства, как и все мы родом из детства. И когда маленький человечек знакомится с народным фольклором, с потешками, с поговорками, со сказками, былинами своего народа, он постигает через устное народное творчество, через фольклор и сам язык, впитывает его с молоком матери. Да? С того времени... В дошкольном возрасте малыш познает культуру устной речи на родном языке и учится говорить без ошибок. Ребенок учится вслушиваться в звучание слов, замечать выразительные образные слова в речи окружающих его людей, в художественной литературе. А старший дошкольник уже может осознавать свою речь и исправлять свои ошибки, а иногда и ошибки других людей. Для маленького ребенка родной язык – это не предмет изучения, а его повседневная жизнь с открытиями, радостями, шалостями, огорчениями, приключениями. Это игра со словами, эксперименты по словотворчеству, которые детки действительно, дошкольники очень-очень любят. И вот давайте обратим внимание, коллеги, да, что же является основополагающим в этой области, да, в ознакомлении с родным языком в детских садах сейчас на современном этапе. Обратите внимание, да, конечно же, мы должны и в рамках, да, данного праздника познакомить детей с Днем родного языка, с Международным днем родного языка, рассказать о его истории, о значении, назначении этого праздника, откуда корнями пошел этот праздник, как его празднуют в разных странах, в разных республиках нашей многонациональной страны и в разных районах, муниципалитетах нашей многонациональной республики Коми. Каждый из вас знает, что у нас многонациональная республика Коми, и не дадут соврать представители муниципальных районов, таких как Усинск, Воркута, Ухта, что у нас очень много представителей разных национальностей. В группах у нас встречаются и татары, и башкиры, таджики, очень много украинцев, белорусов. У всех у них есть свои национальные особенности, своя национальная культура, свой язык или диалект, да? Или вот взять, например, Усть-Цилимский район, да, который испокон веков, да, хранит и чтит свой усть-цилимский диалект, свой говор. Да? Об этом тоже мы обязательно должны не забывать и по возможности рассказывать, конечно же, детям. Итак, задачи деятельности. Создать условия для обогащения духовного мира детей, для познавательно-речевого развития через разные формы, да, активные формы организации. Формировать бережное отношение к родному языку, обычаям, культуре, а также к традициям других народов. Способствует развитию речи, мышления, памяти и других психических процессов. Разъяснить понятие родного языка, сформировать это понятие, да? Развивать любознательность и интерес к процессу познания, воспитать любовь и уважение к родине, зародить зернышки первые такого чувства, как патриотизм, любовь к своей стране, к родному языку, способствует развитию нравственных качеств, да? и чувство патриотизма. Вот обратите внимание, коллеги, да, когда вот мы готовились к сегодняшнему вебинару, попалась очень интересная страничка в интернете на сайте «Родная тропинка». Да? Я вот сделала скриншот. Замечательные подобраны стихи автором, да, Асей Волосиной, стихи о родном языке. Более 30 стихов
Да, вот на этой вот страничке вы можете зайти, посмотреть «Родная тропинка. Стихи о родном языке», как раз приурочены к этой дате. Я так думаю, что всем вам будет очень интересно посмотреть, окунуться, да, в мир вот данной подборки. Мгм. И еще обратите, пожалуйста, внимание, что ВКонтакте, да, в социальной сети есть группа «Гордость народа. Родной язык в Республике Коми». Да? И приурочены здесь события, да, к определенным праздничным датам, таким как Международный день родного языка, 19 мая – День коми письменности, 9 августа – Международный день коренных народов мира, и 20 октября – это День родственных финно-угорских народов. Вот если кого-то из вас заинтересовала деятельность данной группы, пожалуйста, вы можете туда вступать, подключаться. Мгм. Так, сейчас будет еще одна интересная небольшая презентация, которая называется «6 интересных фактов о русском языке». Сейчас, секундочку. Так. Мгм. День родного языка, да? 6 фактов о русском языке, которые должен знать каждый. Современный русский алфавит был окончательно оформлен только в 1942 году. Самая молодая буква в алфавите – это буква Ё. Она появилась в 1783 году. Русский язык занимает второе место, обратите внимание, да, коллеги, второе место популярности в интернете. Первое место у английского языка, а на второе место занимает почетно наш язык. Русский язык – первый язык, который прозвучал в космосе. Это была речь Юрия Гагарина. Русский язык считается официальным в таких странах, как Белоруссия, Киргизия, Казахстан, а в Таджикистане этот язык и представлен для межнационального общения. Около 300 миллионов человек по всему миру говорят на русском языке. И в Европе русский язык является самым распространенным. Да? Очень многие думают, что это, например, английский язык или французский. Нет, оказывается, коллеги, факты говорят о том, что он является самым распространенным языком. Пожалуйста, коллеги, может быть, у вас есть какие-то вопросы, да, нашей встречи сегодняшней? Может быть, кто-то хочет задать вопросы либо мне, либо Ирине Дмитриевне. Пожалуйста, подключайтесь. Может быть, кто-то из вас сейчас хочет поделиться какими-то интересными своими данными, сведениями, как вы проводите, как давно в детском саду у вас проводится данный праздник, Международный день родного языка. У нас вопросов нет. Коллеги, хочется поблагодарить вас за участие в нашем сегодняшнем вебинаре. Обязательно заходите на сайт КРИРО, где вы можете в нашей рубрике найти календарь образовательных событий. Каждой дате мы будем обязательно посвящать какой-то вебинар с нашими коллегами с Института развития образования. Вот. А сейчас только ссылочка уже будет другая. Наш специалист Екатерина Васильевна Кирилюк расскажет представителям школ, педагогам школ о праздновании Международного дня родного языка в школах. Всего хорошего. На сегодня мы с вами прощаемся. Ирина Дмитриевна, пожалуйста. Что-то, может, хотите сказать еще? Да, я хотела еще напомнить, что 21 февраля, это понедельник, мы вас ждем в группе «Джолик Малышок» на праздничное мероприятие, которое будет
с утра и до вечера. Мы будем выставлять Мгм. ваши работы, и вы можете посмотреть друг у друга, обменяться, так скажем, опытом, и будем очень рады видеть вас. Мгм. Всего хорошего, До коллеги. свидания. До свидания.